Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске. На охрану рубежей Абхазии молодые выпускники военных вузов России приехали на службу в нашу республику. О подготовке театральных кадров президент принял ректора Щукинского института. Юные таланты раскрываются, продолжается кастинг музыкальный проект «Абснастар. Битва продюсеров». В Кабмине будет создана постоянная рабочая группа по предварительному рассмотрению земельных вопросов. Выработка условий предоставления земельных участков и приватизации имущественных комплексов для реализации инвестиционных проектов обсуждалась сегодня на заседании под председательством премьер-министра Артура Миквабе. Глава правительства отметил необходимость реформирования земельного законодательства. Также по инициативе Артура Миквабе участники заседания обсудили практику предварительного заключения на предоставляемые земельные участки, находящиеся на рассмотрении в Кабинете министров. По итогам встречи дано поручение юридическому отделу Кабинета министров подготовить документ об утверждении постоянно действующей рабочей группы по предварительному рассмотрению земельных вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Кабинета министров, сообщает пресс-служба КМ Абхазии. Пополнились ряды погрануправления ФСБ России в Абхазии. Молодые выпускники военных вузов России приехали в республику, чтобы продолжить службу по охране внешних рубежей нашей страны. Сегодня их представили руководству республики. На встрече присутствовал вице-президент Виталий Габня. Отдавая дань уважения истории Абхазии, пограничники возложили цветы в парке боевой славы и посетили музей. Репортаж Налы Мукба. Здесь можно совершить путешествие. Этот презентационный ролик рассказывает о живописном уголке Абхазии. Небольшой фильм – первый экскурс для вновь прибывших пограничников в историю нашей страны, пережившей немало войн и отстоявшей свою независимость. С 2008 года с признанием России суверенитета Абхазии, охраной внешних рубежей нашей республики, наряду с абхазскими пограничниками занимается и погрануправление ФСБ России. Сообща они обеспечивают спокойствие и стабильность в регионе. Каждый год ряды российских пограничников пополняются выпускниками военных вузов. От имени и по поручению президента рад приветствовать вас в Республике Абхазия. В то время, когда центробежные силы имели действие, и каждая из 15 республик Союза выходили со своим суверенитетом из состава общей страны, мы, небольшой народ и Республика Абхазия, сказали о том, что мы хотим остаться в общецивилизационном пространстве с Россией. Молодых пограничников представили руководству Абхазии. Обязуемся всегда выполнять свой воинский долг с честью и достоинством, всегда выполнять задачи по защите территориальной целостности и суверенитета Республики Абхазия. Мы считаем, что помощь братскому абхазскому народу является прямым долгом России как государства и нашей прямой обязанностью как офицеров. Абхазия на время станет для молодых российских офицеров не только местом службы, но и домом. Ведь многие приехали сюда вместе с семьями. Нам здесь очень нравится. Хороший регион, интересная страна, добрые, гостеприимные люди. Первое впечатление нам очень нравится. Мы здесь недавно. Затем заместитель начальника погрануправления ФСБ России в Абхазии Вадим Васильев и вице-президент Виталий Габня обменялись памятными подарками. За большой вклад в наше общее дело, за сотрудничество с пограничными органами, возможно, высшего памятный знак 5 лет пограничного управления, которое состоялось в прошлом году. Надеемся на дальнейшее более тесное, более плодотворное взаимодействие. Парк и музей боевой славы – священные места для каждого жителя Абхазии. Чтобы отдать дань уважения истории нашей страны, их посетили вновь прибывшие российские пограничники. Нала Мукба, Алексея Кухава, Абхазское телевидение. Сегодня глава государства Рауль Хаджимба принял ректора театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Вахтангова Евгения Князева и его супругу, завкафедры искусствоведения института, доктора искусствоведения, профессора Елену Дунаеву. На встрече также присутствовала министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Обсуждались вопросы о существующих договоренностях между Абхазией и Россией по подготовке профессиональных кадров, в том числе и театральных. Подробности в материале Ренаты Шакая.
Напомним, год назад Абхазский театр провел отбор в несколько туров и набрал 12 человек, которые получили квоты на бесплатное обучение в знаменитой Щукинке. Сегодня, спустя год, лишь 9 студентов продолжают обучение. Евгений Князев выразил надежду на то, что через 4 года оставшиеся молодые люди вернутся в Абхазию, чтобы порадовать уже своего зрителя. Евгений Князев сказал, что Абхазский театр необыкновенно красив, и он поражен его залом, акустикой. Поделился впечатлением от посещения фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Евгений Князев выразил надежду, что театр в Абхазии станет центром абхазской культуры. Очень трудно сейчас, когда они только закончили первый курс, давать авансы и говорить, что вот они все такие таланты, замечательные. Это было бы глупо с моей стороны, потому что для того, чтобы обрести профессию, для этого нужно время, для этого нужно очень потрудиться, потому что наша профессия, она складывается из таких 3 основных составляющих. Это трудолюбие, это терпение и талант. Когда у нас был выпуск одного из курсов, на котором учился Олег Стриженов, замечательный российский артист, народный артист Советского Союза, великий овод, он вышел на сцену и сказал: «Я не помню, чему нас здесь учили, я не помню, о чем нам здесь говорили, но я помню, что мы стали тем, кем мы стали, потому что нас здесь любили». Глава государства Рауль Хаджимба отметил, что подобные встречи имеют большое значение для развития российско-абхазских культурных связей. При этом президент подчеркнул, что Абхазский театр имеет свои традиции, и выразил надежду, что подрастающее поколение сохранит свой язык и культуру в театре. Наши детишки, которые учатся у вас, мы ждем их. Мы ждем и хотим, чтобы облик нашего театра менялся, становился бы другим. Многое сделано нашим театром, но предстоит сделать больше. Тем более, что молодое поколение по-новому смотрит на это, по-новому видит все эти процессы. И хотелось бы, чтобы мы не застряли в прошлом, а ушли бы уже хотя бы подальше в новое будущее. По окончании официальной части встречи Рауль Хаджимба вручил гостям памятные подарки. Президент поблагодарил гостей и пригласил вновь посетить Абхазию. Это вам. А это наш новоапонский храм. Я часто говорю, у нас своей валюты в обороте нет, но денежку мы. Рената Шакай, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Впервые в Абхазии пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Театру всего 5 лет, он полон жизни и света. Абхазскому зрителю будут показаны 4 постановки. «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова в постановке Григория Козлова. «У ковчега» 8 по пьесе Ульриха Хуба в постановке Екатерины Гороховской. Моноспектакль «Диалоги» по поводу американского джаза в постановке Анны Зумер и в исполнении Полины Сидихиной и «Бременские музыканты» по сценарию Григория Гладкова, Василия Ливанова и Юрия Энтина в постановке Екатерины Гороховской. Питерская труппа выступит в Сухуми на сцене Абхазгосдрамтеатра и в Ткварчале во Дворце культуры имени Гулия. Первый спектакль уже завтра, 5 августа, в Сухуми будет показана постановка «Старший сын». 2 года назад мы сюда приехали на 3-й русско-абхазский гуманитарный форум и познакомились с Валерием Михайловичем КВ, художественным руководителем вашего театра. Так завязалось наши отношения. И театр ваш был тогда на ремонте. И ремонт, слава богу, закончился. И теперь вот мы приехали к вам и надеюсь, что Абхазский театр приедет в Петербург через осенью. Мастерская – один из лучших молодых театров Петербурга, образовался 5 лет назад из выпускного курса Григория Михайловича Козлова, это художественный руководитель театра. На сегодняшний день, пожалуй, вот если сравнивать, брать аналогию с футболом, вот, это как вот Барселона. Это команда единомышленников, прекрасный актерский ансамбль. Что рассказываю, лучше прийти и увидеть собственными глазами. Мы театр «Мастерская» из Санкт-Петербурга под руководством знаменитого российского режиссера Григория Михайловича Козлова. Мы привезли 4 спектакля в Сухуми и надеемся, что они порадуют и детей, и взрослых, потому что у нас есть как детский спектакль, так и взрослый. Это спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, которым 5 лет назад когда-то открылся наш театр в Петербурге. И до сих пор с большим успехом он идет.
Спектакль для всей семьи, история известная, есть знаменитый фильм. Наш спектакль не хуже. Вот, есть спектакль «Бременские музыканты» по мотивам знаменитого мультфильма, тоже для всей семьи и для деток где-то вот с 4-5 лет, и взрослые тоже очень на нем радуются. У «Ковчегов 8» это тоже такой молодежный, скорее, спектакль про подростков-пингвинов по современной немецкой пьесе. И моноспектакль Полины Сидихиной, очень известной артистки Российского театра и кино, «Диалоги по поводу американского джаза». Тем временем коллектив Абхазского драматического театра собирается с гастролями в Москву. В российскую столицу Абхазский театр везет 2 спектакля «Самоубийцу» Николая Эрдмана и «Бешеные деньги» Александра Островского. Эти 2 постановки будут впервые показаны московскому зрителю. Гастроли пройдут при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Министерства культуры России. Юные таланты раскрываются. Продолжается кастинг участников музыкальный проект «Апснестар. Битва продюсеров». Авторы проекта «Нарты из Абхазии». Генеральный спонсор – компания «Аквафон». Это первые аккорды известной композиции «Wicked Game» в исполнении известного калифорнийского певца Криса Исаака. А так звучит эта песня в интерпретации Адика Самаджа. Пройдет ли он кастинг и станет ли участником «Апснестар», пока не знает, но уверен в своих силах. В трепетном ожидании выхода на сцену и другие, ожидающие своего звездного часа юные таланты, среди которых много самоучек. У меня музыкального образования такого нет, я самоучка, можно сказать. Ну, в общем, я не знаю, всему подготовилась, надеюсь на победу. Еще одна участница кастинга Миранда Мархолия. Музыкой и вокалом занимается с раннего детства. Признается, они стали для нее неотъемлемой частью жизни. Можно сказать, частичка моей жизни. Я люблю и петь, и играть с раннего детства. Ну, у меня вся семья просто поет, играет. Кто-то томится в ожидании своей очереди для выхода на сцену, а кто-то уже успел выступить. Ну, вроде бы сказали, что я прошла. Сцена – особое место, где человек становится другим, признаются участники кастинга. От волнения подкашиваются ноги, дрожат руки, но только по-настоящему талантливым участникам удается справиться со своим волнением. Ставший популярным музыкальный проект «Апснестар» взрастил юных исполнителей, пополнив ряды певцов абхазской эстрады. А в этот раз проект обрел другую форму. Теперь выбрать участников в проект «Битва продюсеров» предстоит именитым певцам и музыкантам. А пока участники проходят второй этап кастинга. Это просто некая эволюция. Мы решили немножко обновить условия, правила. В принципе, сам принцип остается тот же. То есть раскрытие молодых талантов нашей страны. Как это будет происходить, то есть это уже на втором плане. Ну, естественно, все постараемся сделать, чтобы зрителям было интересно. Очевидно, что творческий потенциал молодежи чрезвычайно высок. Но только смелые смогут понять, рождены ли они для сцены. Асида Малия, Джустан Амичба, Абхазское телевидение. Несколько дней назад в Сухуме прошли 2 благотворительных концерта в рамках 14-го фестиваля «Хибла Герзмава приглашает». Первый концерт в стенах Абхазского драмтеатра имени Чанба, второй с участием Леонида Агутина и Анжелики Варум в Госфилармонии. Все средства от концертов, это более 1 миллиона рублей, хозяйка фестиваля «Хибла Герзмава» передала на развитие Гагарской школы искусств, в которой сама начинала обучаться музыке. Конечно же, эти деньги будут направлены также на улучшение условий, будут приобретены инструменты. Конечно, в первую очередь хочется приобрести рояль, провести ремонт на 3-м этаже. Я благодарна Хибле за такой королевский подарок нашей школе. Это для нас великая честь и повод для гордости. Хочется большое спасибо сказать меценатам, которые стояли изначально рядом с Хиблой, помогли материально осуществлению всему этому проекту. Это Николаю Ачба и Андрею Дудко. Большое спасибо всем. Мы, конечно, безмерно благодарны Хибла Герзмава за ту помощь, которую она оказала нашей школе искусств, в которой она когда-то училась. Благотворительный концерт прошел с большим успехом, мы все наблюдали это мероприятие зрелищное. Для нас очень приятно было, для детей, которые обучаются в нашей школе искусств, что все деньги, собранные на этом мероприятии, были направлены именно исключительно в эту школу.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 7 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуми вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу 7 августа гость студии министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 62 рубля 92 копейки, евро 69 рублей. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 23-25, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.